Здравствуйте, меня зовут Ирина Дьяконова. Я преподаватель мультипликационной студии «Чудеса кино». Сегодня я вас научу делать объемные снежинки. Для этого нам понадобится бумага А4, ножницы, клей и небольшие резиночки. Итак, начнем. Для этого мы берем А4, складываем пополам, проглаживаем, опять соединяем края и складываем на две половинки. Так. Хорошо проглаживаем. Теперь аккуратно раскрываем то, что у нас получилось. И на линии изгиба складываем гармошку по линии изгиба. Получилась вот такая небольшая гармошка. Таких деталей у нас должно быть 2. Поэтому мы еще раз делаем. Нашу деталь складываем на равные половиночки. Так, затем для удобства можем нарисовать. Берем ножницы, срезаем сначала одну половинку. Так. Чтобы получилось одинаково, мы прикладываем и обводим ручкой. Рисунок вы здесь можете нарисовать абсолютно любой. Ножницами мы работаем аккуратно. Двумя пальцами, большим указательным, придерживаем нашу снежинку. Теперь мы берем вторую нашу деталь, сгибаем на 2 равные половинки. Используем. Так, накладываем друг на друга и обводим. Теперь наши 2 детали складываем вместе. Так. Наносим клей на одну деталь, тщательно промазываем. Теперь нам нужна наша резиночка. Надеваем ее на линию сгиба посередине. Так, еще раз ее хорошо. Так, теперь опять тщательно промазываем клеем. Промазываем наши части и соединяем. Ну вот, наша снежинка готова. Из таких снежинок можно сделать гирлянду и подвесить ее к потолку. Ну а мы приступаем ко второй снежинке. Итак, нам нужен А4. Мы взяли сразу несколько листочков. И любой предмет круглоформы, в данном случае у нас компакт-диск. Накладываем его на листок и обводим. Мы используем сразу несколько листочков, чтобы сэкономить время. Но если ваш ребенок плохо вырезает, лучше всего, чтобы он вырезал сам самостоятельно каждый отдельный кружок. Вот наши заготовочки готовы. Теперь мы берем наш кружок, складываем его на 2 половинки. Так, теперь еще разок складываем. Получается вот такая деталь. Затем все сделаем сразу.
Теперь берем клей. Там все-таки несколько листочков. Тут? Точно. Тоже для сокращения времени можно так ставить. Так, теперь берем, промазываем серединку, только серединку. Тщательно промазываем и закрываем. Прижимаем. Следующую деталь накладываем серединку и прижимаем. Так, здесь также каждую часть прижимаем. Линия сгиба должна быть с одной стороны. Так, сейчас посмотрим, достаточное количество. Достаточно. Так, и одну сторону промазываем, последнюю. И соединяем. Ну вот, наша вторая снежинка готова. Такой снежинкой мы можем украсить елку, повесить такую снежинку на стену. Ну а мы приступаем к третьей снежинке. Так, для третьей снежинки нам необходим также А4. Возьмем сразу 2 листочка, складываем их пополам. Ни хрена не вижу. Так, тщательно проглаживаем, сгибаем еще раз и еще раз. Так, раскрываем аккуратно и по линии сгиба разрезаем. Складываем. Ровненько складываем и загибаем. Таким образом мы находим середину нашей снежинки. Чтобы не использовать линейку, мы это делаем. Так, теперь начинаем выкладывать. На линии сгиба это наша середина. Вот. Фиксируем ее клеем. Теперь накладываем еще 2 полоски сверху. Тоже фиксируем клеем. Наша заготовка на снежинку готова. Теперь соединяем 2 крайние полоски. Так, это у нас одна заготовка. Таких нам нужно сделать 2, поэтому приступаем к изготовлению второй половины. Вторая деталь наша готова. Теперь нам необходимо соединить наши полоски. Такая объемная снежинка получается довольно двухсторонняя. Ну вот, наша снежинка готова. После полного высыхания можно ее придать форму. Ну вот, наша снежинка готова. Такую снежинку хорошо использовать для создания гирлянд. С вами была Ирина Дьяконова. До свидания.